Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши будни. Расскажу про Чапи, которая недавно перенесла операцию на позвоночнике, как вы помните. И вот так сейчас идет ее восстановление по крупицам. Шаг за шагом девочки разрабатывают задние ножки, и она учится ходить заново. Это массажи, это прогулки с переставлением ножек, и есть хорошая динамика. Я верю, что у Чапи все получится. Остановись. Стоим. Так, поднимем. Все. Чапи. Чапи, 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 Чапи. Не отвлекайся, хулиганка. Ай ты мой хороший. Куда-то все бежит, куда-то все торопится, куда-то все бежит. И только вот придется докупить Чапе новые ремни-держатели. Сегодня порвались те, которые были. И таблетки для мочеполовой системы надо снова заказать. Заканчиваются. Консервы девчушка ест лучше, чем сухой корм. В общем, расходы есть всегда. И всегда нуждаемся в вашей помощи, друзья. Друзья, еще такая у нас информация. Есть возможность отправить в срочном порядке 2 собаки на пристройство в Европу. Их согласились взять только потому, что через неделю меняются правила перевозки животных. И без анализа на бешенство и 3 месяцев ожидания после этого анализа больше выехать не сможем. А значит, сдавать надо анализы и ожидать 3 месяца. Поэтому раньше января не будет возможности пристраивать и отправлять в семьи. У нас выбрали Рябушку и Саву. Пожалуйста, друзья, давайте отправим, давайте вместе соберем им на дорогу. За каждую собаку надо оплатить по 350 евро. Помогите, пожалуйста. Пусть на 2 собаки будет больше счастливых. Такая удача выпадает нечасто. Да и на раздумье нет времени. Всего 2 дня. Сава живет у нас более 2 лет. Когда-то нашли его в Якутске щенком, в мороз -50, облитым водой. Хорошо, что женщина успела забрать домой, забрала и высушила. Вот тогда и обратилась она ко мне за помощью. Мол, если я не заберу, то она снова вынуждена выпустить его на улицу. Савушка вырос большим и красивым, и никому не нужным. И вот теперь выпал его шанс обрести семью, уехать. Друзья, пожалуйста, давайте поможем, давайте соберем ему на дорогу. Сава, Сава, Савунчик, Ты Савунтик, ты Савунтик такой мамонтенок, а? Ты Сава мамонтенок? А еще, друзья, у нас выбрали Рябушку, потому что она невысокая собачка. Она живет у меня с января, приехала из Белоруссии, где их также нещадно убивают и травят. У нее не было финансовой поддержки все эти месяцы. Мне тяжело таких собак тянуть и оплачивать нечем. А тут удача, дали шанс. Нельзя упустить возможность уехать. Ей также надо собрать срочно на дорогу 350 евро. Ведь больше такой возможности может не подвернуться. Никому они здесь не нужны. Друзья, помогите, пожалуйста, уехать этим собачулям.
Рябушка говяжью косточку кушает. Да, Рябушка? Ну и вот еще. Принесли на усыпление в клинику 6 рыжих персиков месячного возраста. Все в том же городе Якутске. Сначала выставили в коробке в подъезд, значит, от домашней кошки. Упаковали хорошенько. А потом добрый человек принес на усыпление. А чего ж заморачиваться пристройством? А также 2 котенка, что постарше, и тоже на усыпление. Легко и просто. Коллеги-волонтеры готовы помочь с пристройством этих замечательных существ, но в Питере. А туда надо отправить. И снова по той же схеме. Пассажир, переноски, справки и сам перелет. Помогите, друзья, оплатить спасение этих невинных существ, спасти от бездушия человеческого плод нестерилизованной кошки. Давайте их вместе спасем. Есть пассажир, и они могли бы скоро вылететь, но нужно оплатить дорогу. Я вас очень прошу, давайте возьмемся за них и отправим.